Эмиль, салям алейкум. Алейкум селям. Э, Давно хотел тебя позвать. И что интересно, я, в принципе, давно знал, что ты являешься, ну, я не знаю, как ты главным архитектор, не главным, но ты являешься тот человек, который приложил свою руку к проектировке Джума Джами в Симферополе, да, вот этой большой мечети. Да. Давай сначала про это поговорим. Ты архитектор, Мгм. и ты как бы full-time архитектор, да, то есть ты только этим занимаешься. Да, хочу сказать, что я даже не ожидал, что 8 лет, даже почти уже 9, 9 лет моей жизни уйдет на один объект. Для творческого человека вести Мгм. 9 лет один объект, это, конечно, может, с одной стороны, и счастье, такого плана объект, и несчастье, конечно, потому что выгорание где-то на середине пути, да, вот этого забега, оно прям ощущается Мгм. серьезно. И в себе находить силы, чтобы с тем же рвением, с тем же горением и с той же силой, допустим, продолжать дальше, ну, это, конечно, так, тяжеловато. Тяжеловато. А вот объясни мне, что значит 8 лет? Ну, ты же не только этот объект делал 8 лет. Он у тебя, условно говоря, лежал. Ну, давай сейчас по порядку начнем, Да, да? да. А, Просто я думаю, что многие не знают вообще, как эта процедура происходит. Я единственное, что знаю, ну как, не единственное, я знаю, что был конкурс, на котором представили макеты будущей мечети, да? То есть это были разные макеты, разных людей, разных архитекторов. Да, это было в далеком 2011 году. Мгм. То есть так давно это было. Был всекрымский конкурс, где было представлено множество работ наших архитекторов, если не ошибаюсь, даже были с материка архитекторы. И был конкурс жюри, конкурс голосования, интернет-голосования, конкурс голосования в библиотеке Франко. То есть они выставлялись, и приходили люди, кидали в урны свои голоса. Вот, то есть такое много со всех сторон, да, Мгм. голосование. То есть Мгм. и на основе вот этого голосования выбирался лучший проект. Э, Времени давалось на самом деле тогда немного. Сразу скажу, что в том году я буквально только выпустился со своей дипломной работой. Мгм. Мой архитектор, мой отец, Мгм. он архитектор. Мгм. Вот. На тот момент я у него был в подмастерье. Мгм. То есть, Да, как, понятно. да, просто помогал, потому что только-только выпустился. Мгм. Вот. И отец тогда занял первое место Мгм. на этом голосовании. Вот. Вот немножко про это. Да, То есть это получается сумма и людей, и какое-то жюри было, да? То, да, то есть это получается такое совокупность решений, да? да, да, интернет-голосование. Интернет-голосование на сайте специальное было. Вот, и было такое, да, совокупность решений. Мгм. Ам, Преимуществом этого проекта было то, что, в принципе, это, наверное, и задумывалось тогда, что было много разных проектов. Мгм. Были проекты в там, арабском стиле, были проекты совсем там, ультрасовременные в стиле там, конструктивизм, да, то есть там, Заходить. Ну. да, да, Мгм. минимализм. То есть вот я помню у нас Дегтяревы, есть архитекторы очень хорошие, они представляли работу, она была такая вот прям не Заха Хадид, конечно, то есть Мгм. там не было бионики, Мгм. но она была такая квадратная, то есть очень такая лаконичная, тоже интересная. То есть разного плана проекты были. Мгм. Но преимуществом, видимо, этого проекта на тот момент стало то, что она была выполнена в староусманском стиле, Мгм. да, который присущ для Крымского полуострова. Мгм. Вот. И насколько я знаю, и у заказчика, да, как у Духовного управления мусульман Крыма, тоже э, вот это больше подкупило. То, Мгм. что потом, когда я уже разговаривал, да, когда уже мы работали, и они говорили о том, что да, у нас очень много мечетей, которые исчезли, Да. да, то есть тысячи мечетей, там осталось
не так много, к сожалению. Мгм. Огромные мечети в Феодосии, да, там интереснейшие мечети по южному берегу Крыма. И нет вот этого образа единственной главной мечети, которая должна символизировать вот первоначальную Мгм. архитектуру. Вот. И говорили о том, что следующие мечети, да, то есть они могут быть в стиле минимализм, Мгм. они могут быть, но вот соборная мечеть все-таки должна нести традиционную архитектуру. То есть, если мы говорим про восстановление, про этот импульс, который как бы в себе несет восстановление вот этих мечетей на, ну, Крымском Да, полуострове, да, в Крыму, то мы говорим про какую-то базу, да? А базу считаем османский стиль. да, да, да. Хочу сразу сказать, что до 2011 года тоже большую часть моей жизни заняло то, что я готовился к дипломной работе с товарищем, одногруппником. У нас был парный проект. Это формирование этнографических деревень в Крыму Круто. на примере деревни Нагорная. Это Мухульдор. Мухальдор, да. Да. Вот. У нас были экспедиции по всему Крыму, то есть мы объездили весь Крым на тот момент. И, в принципе, где-то с третьего курса начиная, у меня такой вот интерес появился очень серьезный к нашей традиционной архитектуре. Мгм. Поэтому можно смело сказать, что я уже больше 10 лет именно в крымско-татарском стиле, в османском стиле, и плюс параллельно познаю еще много других стилей, там как арабский стиль, да, там мавританский, там и так далее, и так далее, и так далее. А скажи, вот, скажи мне, пожалуйста, вот староосманский стиль, как бы, ну, понятно, когда он появился, да, ну, так, условно Мгм, говоря, при Мемаре, да, вот этот, мгм. получается, он сформировал такой облик Османской империи, условно говоря, да, если можно грубо так сказать. Да, вообще очень интересно, то есть если сделать такой небольшой срез, Мгм. да, то как проходила эволюция именно османского стиля. До завоевания Константинополя, Мгм. да, взять Бурсу, взять, допустим, другие города, там, Конья и так далее, Мгм. стиль не был такой, как сейчас мы видим, то есть к которому мы привыкли, да, видеть, Да, вот именно по купольности мечети. да. Купола, декоративные элементы, компоновочная схема мечетей была кардинально другая. То есть вот настолько интересно, да, как повлияло завоевание Константинополя на, в принципе, османскую архитектуру. Мгм. Там прям вот буквально вот это мгновение, и это Мгм. сразу видно. После того, как Святую Софию переделали в мечеть, Да, многие архитекторы, м, да, в принципе, что далеко ходить, да, вот тот, кто был в Айя Софии да. впервые, я даже, будучи архитектором, я когда зашел, у меня пропал дар речи. Мгм. Я представляю, что происходило с людьми там 1000 лет назад, которые попадали в эту там, в тот момент собор, Да. да, а потом в мечеть. То есть, условно, там, грубо говоря, ты из какой-нибудь маленькой сакли, там, домика, там, где солома постелена, Да. вышел и попал вот в что-то космическое. Ну, вот, на тот момент это было космическое. И это прям очень сильно отразилось на архитектуре. И поэтому, в принципе, любая архитектура — это и любой стиль, да, так можно назвать. Любой стиль — это эволюция, Да. бесконечная эволюция э, того, что люди черпают, и такое наслоение происходит. Ну Культурный да, слой. взаимное Да, проникновение, да, наслоение, ну и да, рост, да, соответственно, да, да. да. Поэтому, в принципе, собор Святой Софии — это такое вот революционное инженерное решение, которое потом применял и Мимар Сенан, и применяли другие архитекторы. Да, в принципе, эти соборы-то и в православные эти церкви перекочевали, то есть от Да, старых христианских соборов, да, да. да, да. Ну там Вот. прям эти мечети, их прям видно, Да, что они, ну какая-то готика, не знаю, какая-то Италия там, ну то есть это да, явно не мусульманский стиль, условно да, 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 говоря. да, да. Но они невероятно красивые, но и тут же ты понимаешь, что это немножко не та культура, которая, ну, которая была, по Да. идее, да?
Ну, хорошо. То есть с османами как бы, ну, более-менее Мгм. понятно, да? То есть они взяли это за какую-то единицу стандарт и начали, условно говоря, делать намного красивее, да? Ну, и действительно красиво же. Да, да. Они усовершенствовали, по сути, этот Да. стиль. Если так вот с инженерной точки зрения смотреть, купол Айя София 3 раза падал. Мгм. Первый раз он упал там спустя 10 лет после того, как его построили. Целиком упал? Частично разрушился Вот я расслышал после разрушение. землетрясения. Мгм. И это все случилось из-за того, что наклон купола был более такой пологий. Мгм. То есть ам, Исидор и забыл второго архитектора, те, Мгм. кто проектировали, да, Мгм. Святую Софию, они допустили вот такую вот небольшую ошибку. Мгм. После этого же архитекторы учли эти нюансы Да. и сделали ровно вот полусферу, да, то Да. есть радиус вот находился прям по барабану вот этому. Мгм. Мимар Синан и турецкие архитекторы, они усовершенствовали. То есть не нужно было уже делать вот эти вот сумасшедшие контрафорсы, которые мы видим на Айя-Софии. Да, Они же да, да. гигантские. Да, 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 И да. это все наслоение разных эпох. То Ну, есть, контрафорс — это упоры. да, Упоры. Мгм. да, да, да. Потому что хочу объяснить, что основное, основной проблемой, да, вот у инженеров того времени было то, что когда ты купол пытаешься посадить на барабан, Да. а этот барабан сидит на 4 арках, Мгм. очень сильное напряжение создается на пике арки. Мгм. То есть купол пытается, то есть у него в принципе у самого купола есть такое свойство, он пытается разжать вот эти Мгм. арки, Мгм. да, то есть происходит вот такая вот динамика. Мгм. И чтобы избежать вот этого вот расширения, эти архитекторы придумывали вот такие вот контрафорсы, как в католических соборах, между прочим, Мгм. с улицы видно, вот, допустим, взять там Парижский собор, Нотр-Дам-де-Пари. Мгм. У них прямо на улице такие вот опоры, которые ведут аж там, ну, то есть до земли, которые не Мгм. дают развалиться из-за Ну, они кровли. же потом позже делались, эти опоры? Или сразу же? Сразу же. Вот Мгм. там сразу же в соборе Святой Софии они делались потом. По ходу дела. Да. Мгм. Настолько, оказывается, большие были трещины вот к концу Османской империи, что в этих трещинах мог проходить человек. Мгм. То есть вот уже когда в запустение собор пришел, были вот 1500 лет он все равно продолжал выдавливать, Разрушаться. разрушаться. Это Мгм. чисто динамика. Ну, это немало, 1500 лет. Да, это И немало. ты знаешь, я вот когда первый раз попал в Айя Софию, действительно, вот это очень похоже на то чувство, которое ты описал. Мгм. И я пытался понять, что были такие люди, которые смогли спроектировать эту махину, Мгм. и они ходили среди тех людей, которые вообще не отдупляли вообще, что Да, да, происходит. да, да, Они да. даже писать не могли, Да, читать не могли. да. И для меня это всегда, вот знаешь, какой-то, не знаю, как будто с другой планеты люди, реально. Это невероятно, потому что на самом-то деле эти два архитектора, когда я читал, они были не практики. Возможно, практик бы такого В никогда жизни не сделал. не Они были вписался. математики, они были хорошие математики из Александрии. Мгм. Вот. И Константин, правитель, да, Византийской империи, он их вызвал, потому что они были на тот момент преподавателями. Мгм. Вот. И вполне возможно, что вот архитекторы того времени не взялись бы за такой риск. 100%. Да, да, да. Ну и сейчас присутствует такое высокомерие, когда строители, ну что там вам нарисовали архитекторы, типа, знаешь, вот эти мечтатели, знаешь. Ой, ну, у нас всю жизнь война идет, конструктор, архитектор. Даже вот на этой мечети сколько, чуть ли не до драк доходило иногда, Вот это интересно, давай, когда какие были мы спорные моменты? Вот купол, он небольшой вот так вот по этому, я смотрю, он прям огромный. 18 метров по диаметру. Мгм. 18 метров. Ну, то есть есть поболее, конечно, купола, но хочу похвастаться тем, что э, в России вот на данный момент никто до нас не проектировал полностью под ключ, не заливал полностью с нуля вот такого плана мечети. М. Все мастера, то, что делается в Чечне, то, что делалось, допустим, в других местах, приезжали строительные бригады и проектировщики турецкие,
Ну, то есть подряд, суп подряд, да? Да, они Много. проектировали полностью под себя все Мгм. и заливали, потому что на самом-то деле заливка купола такого порядка, она очень сложна, потому что, объясняю почему, эм, раньше это как делалось, да, то есть при османах, это все закладывалось кирпичиками, которые были очень легкие, то есть пуцалана, то Мгм. есть запекалось, и этот кирпичик, по сути, даже мог не тонуть в воде, то есть Мгм. он как, Как как... керамзит. Да, да, вот такой был. Из него выкладывали купольную часть, и он, в принципе, был таким вот самонесущим, достаточно легким. Ну, не сказать легким, конечно, он не Ну, был легким, условно но легким. да. Сейчас такой технологии, конечно, никто не пройдет экспертизы, то есть нам обязательно надо было по сейсмоустойчивости проходить, и мы заливали это все в бетоне. Мгм. И сложность заливки в бетоне была та, что каждый этап заливки должен был проходить по определенным временным рамкам. Мгм. Ты не можешь выставить опалубку на арке Мгм. и просто как не в себя там лить из Ну, бронзбойта, ну, разорвет. пока что понятно, но Да, это то есть логично. оно просто разорвет. И тонкость была то, что заливая арку и заливая купола, Мгм. надо было выдерживать временные рамки, Да. чтобы успевать, чтобы первый слой бетона Схватился. чуть-чуть схватился, Да. но не довести его до холодного шва. Холодный шов — это когда бетон полностью Самостоятельно схвачивается, все. да, чтобы не было отдельного вот этого, то есть чтобы Да. оно все лилось и застывало То постепенно. есть условный монолит, да? А вот Мгм. где вот это в книжках написано про это, да? Это вот мы с конструкторами, когда общались. Вообще, вот еще раз скажу, да, вот насчет драки, кстати, да. Да, да. Э, Мы очень быстро проходили экспертизу, где-то 2 месяца нам давали. Когда я подвязался на все это дело, да, Мгм. я попал именно на форескиз, понял, что нам придется все полностью переделать А от что это того, что... значит? Фроскиз? Ну, то есть это Предстройка. предрабочее проектирование, Ага. да, то есть предрабочее проектирование. Когда мы начали брать задания на проектирование, когда мы начали детально узнавать, что по требованиям нужно и так далее, так далее, так далее, я понял то, что вот было сделано на конкурсной работе, и то, что нам предстоит построить, оно, конечно, будет отличаться. Мгм. Причем оно будет существенно отличаться. Визуально? И визуально, и внутренне. И потому что там куча разных норм добавилась. Мгм. Это здание, оно постоянно было живое, то есть оно постоянно трансформировалось. Мгм. И мы прошли экспертизу. До этого мы очень плотно поработали с турецкой стороной. То есть я несколько раз летал в Турцию, Мгм. чтобы пообщаться с главными архитекторами мечети Чамуджа. Мгм. Вот. И вот пообщавшись с турецкими коллегами, я понял, что очень много где не то, что допустили ошибку, ну, то есть ты этого не можешь знать. У нас допустили ошибку. Да, да, да. То Мгм. есть я начал понимать, что начиная от второго этажа, доводя до подкупольной части, что это прям очень сложная конструкция, которая прям должна очень четко гармонировать между собой и в дизайне, и снаружи, Мгм. и в плане устойчивости и так далее. Там очень много нюансов. Мы проходим экспертизу очень нервную такую в Москве, то есть Мгм. 2 месяца практически не спим, постоянно вносим изменения в проект. Это делает не только архитектор, это все там 20 разделов. Пожаротушение, Мгм. вентиляция, канализация, все, ну то есть Мгм. абсолютно все. И вот после вот такого вот нервной экспертизы попадаю в больницу, Мгм. вот, на операцию, вот. Это связано было с этим Мне состоянием? кажется, все-таки было связано. Мгм. Потому То что, есть да, стресс. да, это было связано. Вот. Ну, ничего страшного, то есть это было все связано с желудочными такими вот Мгм. Ну, проблемами. это Но стресс. 100%. нервы — это желудок всегда, да, Да, да. конечно. Да. Вот. И буквально через 3 дня после того, как сделали операцию, была заливка фундаментной плиты на Мгм. мечети, да. То есть я с палочкой, с корсетом выхожу на заливку. Мгм. Мне было прям интересно. И сообщаю нашему конструктору и генпроектировщику о том, что я решил полностью переделать всю мечеть со второго этажа до купольной части. То есть то, что еще не сделано.
фундамент начал литься, Мгм. да, то есть фундамент льется. На меня так молча посмотрели, ну, они поняли, что, наверное, бесполезно уже. Ну, я обосновал, А ты я прям вот обосновал. имеешь такой вес, что типа ты вот все делаем вот так. Не то, что имею вес, я доказал, что в дизайне мы большие проблемы Мгм. испытаем. Я доказал то, что по куполу он получился пологим. То есть он не сможет устоять так, как он должен стоять, да. Мгм. Вот. И плюс полукупола, которые выходят из арочной Мгм. системы. То есть там же какая система? Есть купол, купол садится на барабан, Мгм. барабан усаживается на арки, но чтобы распределялось давление очень правильно на 4 колонны, делаются вот эти вот своды. Вот. Своды по 4 сторонам, да, которые в архитектуре называются панлантиф. Мгм. Вот на эти панлантифы мы тогда их не рассчитали. Мне доказывали о том, что они в принципе не участвуют в этом, но они все-таки участвуют в этой динамике. И они участвуют в интерьере. И Мгм. из-за них очень-очень много чего меняется. И, в общем, пришлось, да, я взял компьютер себе домой и в течение 2 недель заново подымал полностью всю бетонную модель. Это ужас. Инженера пересчитывали, потому что ты не можешь делать фундамент, потому что пока у тебя полностью вся нагрузка здания не соберется, ты не можешь рассчитать правильно фундамент. То есть поэтому пришлось менять. И, конечно, там многие очень понервничали, но Ну, это понятно. но Слушай. я считаю, что мы правильно сделали, то, что мы поменяли. И вот сейчас уже смотрю и понимаю, что насколько правильно в тот момент, прям как будто стоп-кран нажал. Мгм. Вот. И Эт- таких много Это моментов. после того, как ты пообщался с другими специалистами, или тебя осенило что-то? После того, как я пообщался с другими специалистами, после того, как я начал судорожно эскизировать и смотреть, как можно выйти из ситуации, потому что я начал понимать, что нет, мы в интерьере не вывезем. А нет такого там консилиума, что можно собрать, позвать архитекторов, сесть и сказать: Балар, вот тут проблема, у нас купол может упасть. Ну, Что там сделать? дело даже не в Ну, упасть, то есть он условно бы не говоря. упал, да, он бы не упал, то есть там не так, он бы создавал напряжение, то, которое То есть он нельзя. бы укоротил время жизни этого здания. Возможно, да, да, да. Но Но я говорю про коллективное, ну, типа пообщаться там вот с архитекторами, посоветоваться опять же. да, мы пообщались, мы пообщались не только с нашими коллегами, мы пообщались с другими архитекторами, мы пообщались с турецкими специалистами, которые тоже сказали, да-да, ребята, здесь Газуйте. реально поменять надо, желательно здесь поменять, и плюс толщина купола, то есть там переменная толщина купола должна Хм. быть, там много нюансов. А вот объясни мне, ты говоришь, да, я вот поехал в Турцию, полетел в Турцию, встретился с главными архитекторами Чамлыджи. Мгм. Ну, так просто, но это же как-то, это люди там тоже серьезные. Как ты на них выходил? Через Дернек говорю, через Дианет. Дианет — это муфтят турецкий. Мгм. Вот, который Саул как То бы есть они как бы были посредниками. они помогали. То есть, если есть какие-то вопросы, да, если есть какие-то вопросы, они помогали, конечно. То есть они приглашали к себе. Мгм. То есть мы могли попасть в архивы, мы могли попасть там в библиотеки, мы могли попасть То есть на встречи. содействие. Да, вот в этом плане, то есть они, конечно, помогали. И общение с мастерами, оно, конечно, просто гигантский Ну, плюс. конечно, Это люди уже гигантский сделали это. плюс, конечно. Вот, в принципе, такого плана объекты большие, желательно с самого начала ты должен покататься везде и посмотреть Что опыт. нужно было сразу это Не, мы сделать. так и сделали. Мгм. Мы так и сделали, да, то есть, но в тот момент, когда мы все это проектировали, конечно же, проектирование не останавливалось. Вот, то есть это просто очень лавинообразно все шло, Да, 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 очень да. быстро. То есть нас Мгм. со всех сторон душили, поэтому мы пытались и там успеть. Но Аллаху шукр, я доволен тем, что получилось. То есть сказать, что сейчас бы я поменял что-то, наверное, уже нет. Потому что Ну, здание уже стоит как минимум. не, просто у художников обычно есть такое, знаете, что картина всегда не закончена. У меня есть эта Ну, болезнь. плитку можно не ложить до конца.
У меня есть эта болезнь, когда ты просто, Не, это понятно, слушай. Это абсолютно везде, где есть да, какая-то созидательная энергия, да. всегда есть какая-то недосказанность, как бы. Я, мне кажется, понимаю, о чем ты говоришь. Вот смотри, скажи мне, почему Чамлыджа не производит такой эффект, как Айя София? Слушай, тяжелый Хотя вопрос. Чамлыджа, она всеми цифрами полностью задавливает, передавливает, но как бы обращаясь к своим ощущениям и спрашивая своих близких, в принципе, все со мной согласны. Почему Чамлыджа не производит такое впечатление? Она чересчур гигантская, это раз, конечно. Так это же наоборот круто. В некоторых, нет, не всегда вот это вот чувство, оно вызывает некий такой вот восторг, да, то есть гигантское что-то. В некоторых моментах ты даже не можешь осязать тот орнамент, который там, допустим, есть в Чалмудже, да, то То есть есть он каменности не хватает какой-то. не хватает и камерности, Мгм. раз, и все-таки вот это вот состояние намоленности места, Мгм. оно вызывает, конечно, История трепет, должна быть все-таки. конечно. Ну да. Я не был в мечети, как она называется, вот шейха Заеда, вот это белое. Мраморная, которая? Да-да-да. Вот. Ну, которая где рынок, вот там близко. Не-не-не, в Абу-Даби, да, по-моему? Все. Там Да-да-да, то есть белое. мы дальше Турции не... Я там не был, я к тому хочу Да, да, сказать, да, да. что вот мне почему-то кажется, что вот там все-таки и вот такое же чувство, Мгм. когда ты не чувствуешь истории. Мгм. Оно должно пройти какое-то время, намоленность, на вот то состояние, когда ты понимаешь, что здесь проходила история. Даже та же наша Евпаторийская мечеть, да, когда Да, ты туда заходишь, ты такой трепет да. испытываешь. Она хоть и старенькая, она хоть и не такая огромная, но все равно она, конечно, повидала Ну, стены. интересно, да, что когда в Айя Софию заходишь, вот непосредственно уже перед залом, ты смотришь на этот камень, который как бусага, ну, этот Да, порог, и он просто вот такой вот стесанный от этих ног, да, которые на него наступали. Ты думаешь, ну, сколько нужно было на него да. наступить, чтобы просто ногой стереть этот камень? Ну, это тоже работает. Нет, что-то невероятное, не знаю. Ну, вот такие вот объекты, конечно, они очень вдохновляют. Ну да. Они действительно вдохновляют. Скажи мне, пожалуйста, вот если мы говорим про Джума Джами в Симферополе, я так понимаю, что вторую такую строить нет смысла по размеру М, в и Симферополе. в Симферополе, я думаю, что да. Я думаю, что да, учитывая, что районные мечети, в принципе, будут уже справляться. Такая мечеть в любом случае нас нужна была на Байрамы, да, потому что все знают, что духовному управлению мусульман Крыма приходилось арендовать всегда там или ДКП, или приходилось что-то там арендовать, Не, чтобы эта миссия проводить. понятна, Да, да, утилитарная функция да, это понятно. Я имею в виду, что, ну, знаешь, как вот в Стамбуле, да, то есть куда ни посмотришь, везде величественные эти мечети, они одна переходит в другую, ну, и складывается такой ансамбль, знаешь, такое ощущение, что ты в центре чего-то. да, да, Особенно, да, когда начинает изан там ходить по да. кругу, да. Вот это вот окружение вот не сработало бы таким эффектом, если, допустим, была бы такая же похожая где-нибудь там на Жучке, там, ну, то есть с другой стороны города. Я думаю, что вполне, почему нет? Мгм. На самом-то деле вот купольная часть, и в принципе вот когда ты едешь эти купола, но они вызывают очень такой большой интерес. Как недавно на экскурсию к нам на мечеть пришла научный руководитель мой, когда я делал диплом, Мгм. вот, преподаватель. И она прям в таком восторге была. Она говорит, что я издалека всегда смотрела, мне так было интересно. И Мгм. я увидела, насколько вот со стороны водохранилища вот эти минареты преобразили вот этот вид. То есть они со стороны вот леса, когда ты видишь минареты, они придают, говорит, такой загадочности Да. того, что там как бы находится. Не, 100%. То есть я вообще считаю, что культовые издания, они создают какой-то знаешь, Да, неповторимое ощущение от места. да, Причем не только мечети, да, совершенно любые верно. культовые издания. Конечно, конечно. Поэтому вот такой вопрос. А смотри, получается, что эта мечеть на сколько тысяч человек? По нормам она на 2600 То человек, есть это максимум для часов плюс 800 человек, которые могут принимать намаз во дворике. во дворе. Да, да.
А если брать Крым, вот за весь период, это самая большая мечеть по вместительности? А, Мне тяжело сказать, какие мечети были в Феодосии на тот момент, Ну, во время османского возможно, правления. были такого размера. Наверное, все-таки нет. По тем чертежам, которые я видел, они Мгм. были, конечно, меньше. Они были как Евпаторийская, скорее всего, мечеть. Мгм. Возможно, чуть-чуть больше. Вот. Но вот такого плана большие, по-моему, не было. Мгм. Это самая большая. Мгм. Самая большая. А если, допустим, представить, что вот у нас есть мечеть, да, она уже, скажем так, такого османского стиля. Мгм. Если бы тебе вот сегодня пришли и сказали, так, Эмиль, вот нам нужна мечеть, там тоже крупная, там на 2000 человек, в каком стиле ты бы ее предложил? Вообще есть крымско-татарский стиль мечети? Ой, это такая, конечно, дилемма, вот когда спрашивают насчет крымско-татарского стиля. Ну, народ Можно, есть, и мечеть должна быть. можно говорить, это все-таки симбиоз. Вот то, что Ну, у нас понятно. получилось, да, это симбиоз. В принципе, чтобы иметь такой независимый свой отдельный стиль, вот прям автономный независимый свой стиль, Мгм. должно пройти очень-очень-очень много веков, и должна быть своя прям такая вот преемственность, то есть не нарушение государственности. Вот когда Это у понятно. тебя... У нас все-таки в 1700, там, Да. 1800 году произошло такое вот, как будто бы на паузу, да, все встало в Да. плане архитектуры, в плане, в принципе, культурного развития. И поэтому вот тот стиль, который у нас сформировался, Аллахашкар, что мы можем увидеть Хансарай, что мы можем увидеть, допустим, там другие культовые здания, Ну, хан сооружения, Узбека тоже интересная мечеть, хоть и не такая большая. это уже более такой вот поздний золотоордынский Ну стиль. да, да, да. И, кстати, Мемар Синан очень хорошо перенес вот тот старый золотоордынский стиль в мечеть в Евпатории. Мгм. Это очень ярко видно на портальной части, когда мы заходим. Османские мукарнасы, они выглядят более острые такие, то есть они более геометрические. Мукарнасы, Мукарнас это что? Богословие. Мукарнасы это, Просто нет у меня образования архитектурного. да-да-да, Богословие. Мукарнасы это своды, которые напоминают сталактиты. Мгм. То есть они вот как Ну, соты, они как сталактиты. Да, 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 соты, да, да, да. вот на Мгм. входе. Вот эти вот соты, они более такие вот плавные, Мгм. да, в золотоордынском стиле. Это больше вот то, что повлияло и пришло из азиатской архитектуры. Это Мгм. прям очень ярко видно на Да. тех дюрбе, на тех мечетях, которые, допустим, есть в Казахстане, те, которые есть, то есть в той части, это прям ярко видно. Плюс орнаменталика, вот эта вот косичка, прочие дела, старосельджукская даже можно ее назвать, потому что очень много в Конье, в Кайсери я такого повидал, именно вот цветочные Да, да, орнаменты, да, понял, да, о понятно. чем я? Конечно, Да, конечно, да. он отличается от османского, вот того владычества уже во время Константинополя. То есть Мгм. очень интересно, как Но эта поменялось. косичка же и хана Узбека тоже есть. Да, Мгм. да, то есть она и в той мечети, и в хана Узбека есть. И я могу сказать, что есть отличия в османской архитектуре Крыма и в османской архитектуре, конечно, Турции. Вот, в принципе, все при Черноморье, оно плюс-минус немножко похоже. Балканы, Греция, Турция, там, сторона Кавказа. По архитектуре ты имеешь в виду? По, Чем похоже? по архитектуре, да, есть общие черты. Есть общие черты. То есть это черепичка. То есть где-то она одна, где-то она другая. Это деревянные подпорки колонны. Мгм. Это карнизные свесы. Эм, Что еще можно выделить? Типология домов. То есть вот это в принципе похоже. Мгм. Вот схожесть в этом есть. А вот интересно, ты мне сказал вот про такой бионический стиль, да? Вот Мгм, мечети, вообще мгм, архитектура, бионика такая в архитектуре, вот Заха Хадид. мгм, Как ты думаешь, почему? а, ну, мне вообще кажется, что ислам сам по себе очень консервативный. То есть он держится каким-то монолитом. Почему, как ты считаешь, почему вот это явление, мгм. его можно смело назвать явлением в архитектуре,
нашло такой серьезный импульс, такое серьезное распространение, что даже в Китае, который вообще считается Мгм. другой, да, идеологией и вообще другим миром, они Мгм. тоже пользуются ее услугами, то есть пользовались ее услугами и внедряли тоже в свою архитектуру. Вот, как, вот этот эффект, откуда он взялся, как ты Эффект, считаешь? подожди, я не понял, Ну вот бионики смотри, именно или да, что? вот эти вот мечети, вот эти строения такие, они футуристичные, они какие-то, они очень сильно отличаются от традиции. А Мгм. так как ислам это очень традиционная и Мгм. консервативная вообще история, да, сама Да. по себе, ну, она не любит новшества, скажем так, да. То есть, если мы говорим, что Коран не менялся, значит, у нас вообще все должно быть вот такое вот, знаешь, Ну да. ну, такая, знаешь, вот как бы Да. логика, скажем так. И здесь появляется женщина, во-первых, да, Мгм. которая делает какие-то нереальные вещи, как будто они на Марсе расположены, мечети. Почему, как ты считаешь, вот это вот проникло? Ты думал об этом или это неожиданно для тебя? Да, неожиданно, с одной стороны, но интересная мысль о том, что, ну, я бы не назвал все-таки очень такое вот традиционное представление того, как должны выглядеть мечети. Те, кто в Стамбуле прошел чуть дальше квартала Султан Ахмед, Сейчас было обидно. не-не-не-не, я просто говорю про других. Я не знаю, были вы там или нет. Лалили ты имеешь в виду? Допустим, даже, да, Лалили. Но это же прям барокко-барокко. Да. Но это даже не барокко, да, то есть это готика. И это делалось во время халифата. То есть османского халифата, но это делалось. Поэтому мне кажется, что в этом плане задача культового здания и сооружения в принципе какая? Ты должен получать такое состояние шока, когда ты видишь Да, это. Ну, то есть в любом случае. Будь то произведение Гауди, да, там да, Саграда де да. Фамилия, будь то другие соборы, но они все равно должны вызывать шок. Шок сейчас другого плана, шок бионический. А ты не думал, что... Вот ты знаешь, вот сейчас мне пришла мысль о том, что... Сейчас, подожди, у нас здесь сектор приц на барабане. Сейчас Все, я мы, сейчас понял. мы воду нальем и вернемся. Здесь немножко неудобно, микрофоны очень сильно привязывают, и поэтому скажем Мгм. так, есть моменты в этом плане. Какая ложечка красивая, слушай. Это все ручная работа. Я вижу, да, очень-очень красиво. Между прочим, наша кофейная культура даже старше, чем... Ну, София нет, конечно, но очень, очень древняя. Буквально только что выпил кофе с турецкими орнаменталистами в Бахчисарае. А где ты пил кофе? Я поехал в Ашлама? Салачи. Салачик поехал. Салачик, да-да-да. Слышали. Вот, выпил кофе. Ну, все равно мне наше кофе намного больше нравится. Потому что турки сидят, конечно, они говорят о том, что ну, он такой, как легкая водичка. Для них он легкая водичка. Подожди. А эти турки где вообще? А, Ну, они прям турки. да, они турки. Мгм. Ну, Они надо им турки. сварить нормальный кофе. Нет, они привыкли пить прям 90% всего остального и там 10% воды. То есть он настолько густой, что практически кисель. Ну, слушай, мы в Турции пробовали кофе. И как? Это не кисель, скажем так. Но мне наш кофе больше нравится. Ну, конечно. Потому что у нас... Ой, про кофе такая большая тема. Быстро скажу, Да, что мы раньше в этой теме, поэтому пускай нас не учат пить кофе. правильно, правильно. Ты знаешь, что я сейчас подумал? Вот когда ты сказал, что про стиль барокко, да, что вот эти... Мгм. Мне кажется, что так как в Стамбуле было очень много и христиан в том числе, там вообще разношерстный Да, народ был. да, совершенно верно. И у халифата, ну, условно говоря, у усманов, да, у них Мгм. была задача привлечь как можно больше людей на свою сторону. Чтобы Да, лояльность, понимаешь, получить. да. Потому что если ты живешь, условно говоря, у тебя 90% там сельджуков, да, Мгм. то тебе нет смысла делать вот это вот все, вот это, знаешь, только там этих, не знаю, Аполлона не хватает, да, в этом Да. здании. А когда у тебя там очень-очень разные люди, Мгм. разношерстный народ, Мгм. ты говоришь, смотрите, наша культура очень богатая. У нас есть вот это, у нас вот это, у нас есть здания похожи на ваши. Да. Лояльность, да, такая условная? И лояльность, и все-таки это влияние больше Франции на тот момент. Между прочим, вот дворец Долмабахче, да, который многие знают, В который мы не попали. ну туда тяжело попасть. Он на так, реконструкции был. работает как-то постоянно странно. И рядом с ней мечеть
Мечеть Долма-Бахче, она выполнена в стиле османского барокко, да. Архитекторы баньяны, армяне. Вот, то есть вот интересная вещь такая, которые привнесли французское влияние архитектуру в Османскую империю. Они там родились, у них там династийно там в третьем-четвертом поколении потомственные архитекторы. Да. Вот, и они очень сильно повлияли на, в принципе, тот Стамбул, который мы сейчас видим. Мгм. Потому что Стамбул, он не просто даже османский. Там такое разносплетение эклектических стилей, что диву даешься иногда. И, честно говоря, я воодушевился, да, тем, что я там увидел, вот Да. когда давным-давно первый раз Да. попал. И административное здание в комплексе соборной мечети, оно у меня тоже эклектичное. Что это значит? Это значит то, что здание классическое с элементами и крымско-татарской, и османской архитектуры. То есть это неоклассика, такая османская Это неоклассика. эклектика считается, да? Когда ты мешаешь вот таким вот образом стили, Я думал, что это это что-то эклектика. современное, ну, условно говоря, там витражи в пол, а здание мечеть, к примеру. Я думаю, вот это эклектика. Не-не, я говорю административный корпус, который у нас на объекте. Всё, То понял. есть он вот смесь классического стиля с османским стилем. Мгм. Мгм. Вот. И такого, в принципе, в Стамбуле, ну, прям очень много. И это интересно. Ну, конечно, интересно. Это Ну, интересно. вообще, в принципе, интересно, когда есть разнообразие. Да. Знаешь, я себя ловил на той мысли, что вот когда я попал в Стамбул в первый раз, да, вот это вот впечатление удивления очень быстро куда-то исчезло. Мне начало казаться, что как будто бы мечети друг на друга похожи. Мгм. И, естественно, я не специалист по мечетям. Мгм. Конечно же, я не могу их классифицировать никак. Но там, где я был, запомнилось мне там буквально 3 мечети, которые мне вот действительно, там одна была мраморная белая там на рынке, да, Мгм. там вот это вот Сульмания тоже интересная мечеть, да, ну, соответственно, Айя София. А так мне казалось, что как-то взгляд замыливается. Это ложное впечатление, что они все похожи друг на друга, или все-таки есть разница? Да нет, почему? Все правильно говоришь, да. То есть они все равно по композиционно-планировочной части, в принципе, друг на друга похожи. Похожие купола, похожие окна, похожие витражи, похожие полукупола. Есть нюансы, конечно. То Ну, есть оно, конечно, там есть разные типы мечетей. Но если, допустим, поехать вглубь Анатолии, мгм. ты удивляешься, насколько разные там мечети. Ну, Москва не Россия, подходит Да, да, сюда. да, 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 Мгм. подходит. Стамбул не Турция. Да, подходит, вот идеально подходит. Я, между прочим, когда делал дипломную работу, после дипломной работы мне прям стало интересно, когда вот уже углубился, я поехал это вот прям север Турции Мгм. на 3 дня, вот Это просто. Трабзон, вот эта вот сторона. Эта сторона, как же этот город назывался? Эм, Джейхан там еще есть. Не-не-не, Карабюк, по-моему. Сафранболу, то есть там Ага. Сафранболу, ой, вот я поехал в Сафранболу, просто не помню, как город рядышком назывался. Сафранболу как бы спутник такой маленький. И я понял, что такое настоящая Турция. Не вот эта туристическая, стамбульская такая вот шумная, иногда раздражающая, иногда, когда тебе хочется прям спрятаться куда-то. Я Ну, не в такси спрятаться, да? Где-нибудь в другом месте. Явно не в такси. Да, я даже не знаю, где в Стамбуле можно спрятаться. А вот Сафранболу — это прям то, что я искал. Мгм. И в плане мечетей, и в плане хамамов, настоящих, традиционных, не туристических, а именно вот настоящих хамамов, Мгм. где ты заходишь к такому здоровому агашке, да, который там с такими усами, там с ведром на тебя там поливает что-то. И Ну, там традиция, да? да, это прям чувствуется, это прям чувствуется. И в плане кухни. Это не турецкая, вот это, точнее, не туристическая такая вот фастфудная культура, да, а там такая более аутентичная еда. И в плане архитектуры. Сельские мечети, мечети бескупольные, которые похожи на наш Бахчисарай. Вот там, кстати, ты себя чувствуешь, как будто бы ты находишься где-то в Бахчисарае. Или так, как должен был бы выглядеть Бахчисарай, да, вот по-хорошему, то есть в идеале.
Ну, вообще многие говорят, что нужно именно Да, в Сафранбулу поехать. да, И вот эти вот улочки Бахчисарая, которые здесь называют, да. наши улочки Бахчисарая, мы, конечно, почтение этому названию. Но, скорее всего, наши улицы должны были похожи быть. Ну, я не был на Очень Сафранбулу, я похоже. просто видел фотографии, Да. примерно представляю, о чем идет речь. И вот скажи мне, вот там мечети, они какие? И Есть масштабные там мечети? масштабных нет. Они купольные, конечно. Они есть, то есть черепичные. Ам, но они вот этой камерностью тебя подкупают. Камерностью маленькие. Когда ты заходишь и нет вот этого туристического пафоса. А, Очень просто. В орнаменталике ты видишь орнаменты, какие использовались в сельских мечетях. Мгм. Они где-то такие более простенькие. То есть где-то такие вот отличаются от того, что мы видим в Стамбуле. И та же плитка, все, все, Ну, все. соответственно, они и разные, да? Да, 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 да. В Кайсери, к примеру, когда впервые попал, это прям центр Турции. Это, конечно, ну вообще, вот мечеть хана Узбека, вот это там. Вот это реально там. Мгм. Очень любопытно, да, в этом плане. Ну, ты знаешь, что интересно, вот мы когда были в Стамбуле, прямо вот возле Айя Софии, прям рядышком мы там Мгм. снимали отель, и я проходил мимо мечети очень маленькой. Там минаретик такой маленький, и похоже, как, знаешь, на какой-то частный дом, вот такая вот Мгм. отделка простая. И потом в какой-то момент я увидел табличку, что она там 1400 какого-то года. Да, Вот это удивительные вещи. То есть, когда ты понимаешь, что вот это все не тронуто, да, да. не развалено, не разрушено, не перекрашено, не разобрано, не Мгм. переробрано, да, ты понимаешь, что вот это все в ансамбль и создает этот дух этого времени, да, в который... Хотя, конечно, на Стамбул в последнее время там многие наговаривают, мне нравится. Вот этот шум, вот этот вот суета, не знаю, Нет, мне это абсолютно есть, в этом комфортно. что-то есть. Только таксисты меня раздражают. А все остальное супер. То есть вот меня вот эта толпа, она мне вообще нисколько. То есть мне наоборот кажется, что Мгм. вот здесь, знаешь, такая древняя жизнь, как кипела Да, когда-то. да, И не сейчас, да, останавливается. сейчас, ну, там пару миллионов по бокам добавилось, ну, по сути, это не поменяло. Да, И когда представляешь вот эту древность, тоже кипящую, да, эту логистику, это уклад этого города, как он дышал, как он жил, и ты понимаешь, что даже вот мы когда первый раз приехали, мы мгм, остались в отеле, остановились, такой маленький отельчик, мгм, Сиде называется, мгм. и ты понимаешь, что, ну, эти комнаты, ну, там по 500 лет, по 300 лет, я не знаю, Да, но это очень старые здания. да. И вот это осознание добавляет тебе присутствие, причастности какой-то, да, и ты понимаешь, что как было бы неплохо, чтобы у нас в Крыму были такие здания, да, которым там 300 лет, 500 лет, Да, действительно, этого хочется. и просто жилые здания. Я не говорю там какие-то культовые, там случайно уцелевшие, да, вообще, в принципе, вот эта преемственность, она, конечно, Знаешь, вот на самом-то деле Крым и вот южная часть Крыма, хорошо, берем, допустим, не новое жилье, а берем там 150 лет назад. да, Даже в принципе в той же Ялте, Большой Ялте, да, можно столько интересного найти. Если бы заняться вот именно реставрацией тех домов, тех старых вилл, тех старых усадеб, вот там прям чувствуется вот этот ориентализм, вот насчет крымско-татарского да, стиля ты да, просто сказал. Сейчас вспомнил о том, что ялтинская часть прям очень ярко выражена в этом плане. Даже люди, которые не были мусульманами, да, там, знать дворянство и так да, далее, они все равно пытались особо не менять гармонию местности вот этими деревянными ажурными балкончиками, то есть свесами кровельными и так далее. И то есть, мне кажется, вот у Ялты есть большой потенциал на то, чтобы вот, точнее, вот стать вот таким вот возродить. туристическим, да, 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 Ну, как будто бы ну, ЮБК да, как будто бы вообще меньше пострадал, чем все остальное. да, И да, поэтому там действительно много уникальных зданий. Там вот как-то я буквально недавно пешком прошелся по этим улицам, прям через одно здание какое-то... Но опять же, видишь, это же нужна какая-то программа, какая-то осознанность, да, да. какое-то действие, какое-то движение в эту сторону. Да.
А скажи, вот еще знаешь, Мгм. интересно про вот эти вот этнические деревни, про которые ты упомянул, да, Мгм. у меня в последнее время, я часто об этом думаю, и мне кажется, что, ну, секрет, скажем так, нашей, ну, такого, знаешь, презентабельности как этноса, как народа, заключается именно вот в этих вот этнических деревнях. Я думаю, что это полностью должна быть наша инициатива, ну, как, возможно, частного бизнеса. Это все, по сути, это вопрос денег. Просто. Совершенно верно. Вот эта вот этническая деревня, презентация крымско-татарского уклада, она вообще, как вот ты ее видишь? У тебя есть какое-то, ну, как бы, какое-то видение этой деревни? Что это должно быть за место? А, Конечно, есть. Конечно, есть. Это все-таки не просто должна быть деревня, да, старая реставрированная деревня. Это такая некая м, рекреационная зона, где расположена отельная часть, где расположена, допустим, то есть это такой живущий город должен быть, Мгм. зеленый туризм. Мгм. То есть Крым славится не только своим морем, да. Ну да. Бахчисарайская долина, на самом-то деле, она уникальная. Мгм. Наши мастера из Турции даже удивляются, когда впервые мы проехались по этой долине, они говорят, что ну вот что-то даже похожего у нас нет. Но она настолько завораживает. И вот, вот недооцененная вот эта вот часть в плане туризма, как мне кажется. Инвестиции огромные должны быть, потому что такие деревни, допустим, как вот в Болгарии Пловдив, да, сумасшедшее место, где реставрировали огромное количество османских домов, и это прям такая вот Мекка, куда любят ехать там туристы из Японии. Вот в основном я заметил, туристы из Японии выбирают Тянутся к корням. такие тонкие-тонкие, то есть не попсовые, так сказать, туристические места, да. То же самое касательно Сафранболу. Сафранболу на 90% забит японцами, Это что интересно. очень интересно, да. То есть это не вот этот вот турист, который привык видеть там Стамбул, Прям там и девяносто так далее. процентов? Да, То это же много. это очень много. И там я уже различаю, да, А они на японского каком и диалекте говорят? На японск степном? не знаю ни на каком, но японцев от корейцев и от китайцев уже можно, в принципе, Можно различить. легко. Они очень воспитанные, они очень такие культурные, По разрезу глаз они определяются. более шумные китайцы. То есть Мгм. они такие более шумные. И вот именно в таких городках и в таких деревнях очень много вот такого вот знающего туриста, который приезжает именно в такие аутентичные То есть места. он знает, куда едет. Да, он Мгм. знает историю того места, куда он едет. Вот это не просто турист, который приехал в all-inclusive. Да. Это турист, который целенаправленно едет изучать культуру Мгм. данного места. То же самое касательно, допустим, в Болгарии еще есть, но это больше э, такой византийский период, Несебар. Это остров, невероятно красивый город, Мгм. но там тоже осталось османское влияние. И туристов в таких местах огромное просто количество. И, к сожалению, вот я не знаю, в каком состоянии сейчас Мухульдор. Ну, мне Скорее всего, ни кажется, в каком. оно, видимо, в очень еще более плачевном, чем там лет 15 назад. То есть это вот Голубинка, дальше Да, да, едешь и да, так да, далее, да, да. да. Просто вот то, что осталось, это вот осталось в основном, по крайней мере, тогда оставалось там. И плюс зеленый туризм, туда же гостиничные комплексы, которые работают круглый год. Да. Круглый год. То есть это с крытыми бассейнами, с бассейнами с подогревом, это с этими туристическими поездками там по горной местности, это по каким-то этнопрограммам, да, то есть это по каким-то фестивальным штукам. Мгм. То есть у такого места очень огромный потенциал, если так Да. посмотреть. Ну, он просто гигантский. Плюс экзотика, но это все равно экзотика. То есть любой турист тянется к экзотической местности, то есть к той, которая вызывает у него вот прям интерес и любопытство. Между прочим, я недавно узнал, дворяне, которые раньше строили вот такие вот дома, да, в таком вот стиле романтизм, там, восточный, османский, отоманский, да, там, потом более позднее, Мгм. это японские такие вот салоны.
Это из-за того, что люди не могли так часто, как мы, путешествовать. Там сел в самолет и улетел там Да. на конец другого там планеты там и так далее, да. Да-да-да. А, Чтобы добраться из одного места в другое, там ты на карете должен там неделю ехать, Ну, у нас в да. хадж на 2 года уходили. Условно, вот пример. А здесь у тебя есть, к примеру, такая вот комнатка восточная. Вот. И эти люди всегда, им был интерес к некой экзотике. Мгм. Это любопытство к экзотике, в принципе, и у европейцев, и вот в постсоветском пространстве, она не исчезла, она остается. Она, в принципе, еще Ну, есть. экзотика, наверное, можно сказать, что то, что не похоже на тебя, Да, наверное. да, А мы да. же человек, он же очень такое существо простое, он не Мгм, любит повторений, особенно, ну, развитый человек, да, то мгм, есть, ну, какой смысл все время смотреть на одно и то же? да, Поэтому, если у тебя есть возможность, а у купцов, там, условных дворян, у да, них была да, возможность, да, они видели мир, и, естественно, они хотели и свой мир тоже как-то его разнообразить, да. скажем так. Ну и плюс, видишь, вот этот вот стиль средиземноморский, ну, то есть такой, да, условно, причерноморский стиль, Да, он же тоже самобытный, он же тоже интересный. да, конечно, конечно. А учитывая, что Крым у нас и горы, и море, и степь, и получается, ты даже на карете можешь в течение там какой-то недели, по сути, посетить Объехать, разные страны. да, Ну, то есть по своему типу, да, по своему устройству. да. Очень жаль, конечно, то, что никто пока не проявляет инициативы по поводу, вот имеется в виду серьезно этнодеревни, потому что, ну, по сути, это, ну, это бы, конечно, приукрасило Крым прям кратно. И в плане туризма, и в плане привлечения туристов, и в плане привлечения не только морского отдыха, а вот и зеленого туризма. Ну, это прям огромный Ну, потенциал. видишь, это же получается изначально морской отдых, это пару месяцев, 2-3 месяца. Да. Ну, то есть это тут даже уже есть ограничения. И, кстати, да, Мгм. вот когда мы уже вернулись домой, я наблюдал за вот этим вот условным бизнесом, которые там вот на море, там все, Мгм. даже как-то немножко соприкасались с этим. И я понимаю, насколько это ментально деформирует людей. То есть у людей складывается Да. ощущение, что за 2 месяца ты должен заработать на весь год. Сезонность. И вот это вот условные рвачи, да, условные вот Мгм. эти вот бомбилы, когда тебе Мгм. нужно просто, вот у тебя 2 месяца, ты должен отбить аренду, что-то, что-то. И это в целом меняет культуру взаимодействия с туристом и с теми, кто приезжает. Совершенно верно. И знаешь, да, вот интересно, когда зимой там, даже не зимой, там, не знаю, в каком-то ноябре едешь по южному берегу, там, вот, до В- Рыбачья, ты ощущение, что зомби-апокалипсис, Совершенно все верно. закрыто, все эти, даже страшные ларьки, все закрыто, ты просто еды не можешь купить, Да. банально. Это, ну, так не должно Ну, быть. насколько это ограничено? Да. Неужели нет человека, который бы зимой приехал на зимнее море посмотреть? Вот я, допустим, очень люблю это море зимнее. Не обязательно тебе там тюленем лежать на этом пляже, да? И это, ну, как будто бы это, ну, понятно, все равно люди ездят, все равно машины Мгм. ездят, да. Мне кажется, вот здесь нужно менять вот это вот отношение. Вот и из-за этого все-таки надо уводить туризм параллельно еще в горную часть. Именно вот в такой туризм. Потому что, ну вот пример приведу, в России, там на Алтае, Да. там еще где-то, да, ну там в Казахстане, в горной местности, ну там хватает очень много того, то есть там нет моря. Но люди в любом случае пытаются зарабатывать на туризме. Какой туризм? Зеленый туризм, прогулки на лошадях, допустим, какие-то охота там. Не, Ну, ну я не привожу пример, охота, там да, культура кочевая, степная, там есть чем да. заняться. Вот, ну тот же Алтай, к примеру, да, то есть Да. зеленый туризм, рыбалка, ну, да, в принципе, ну это очень много можно Я вот сейчас перебрать. поглядываю иногда блогеров, Мгм, которые показывают Кыргызстан. мгм, Я, в принципе, там родился в Кыргызстане. мгм. И ты знаешь, у меня иной раз просто челюсть отваливается от этих видов, которые там. И вот эти все Альпы, это все настолько отдыхает. Ну, я опять же говорю сейчас, знаешь, таким очень любительским языком, Не, потому ну что я конечно, не был ни да. там, ни там. Мгм, Я складываю впечатление о том, что я вижу из видео других людей, мгм. но потенциал огромный. И сейчас, я, насколько знаю, и Узбекистан тоже включился в гонку. Вообще, по-моему, сейчас Узбекистан номер 1 по туризму идет. В Самарканде строится гигантская просто идет стройка именно по поводу туризма.
Поэтому, да, они сейчас прям Из впереди. СНГ Мгм. Узбекистан сейчас номер один. Это все сейчас признают. Мгм. Потому что, знаешь, когда смотришь, турист подходит к какой-нибудь там девочке там, или какому-то мальчику, который так или иначе занят в туризме, он Мгм. знает два языка — английский и узбекский. Мгм. Это удивительно. То есть вот ты смотришь, да, условно говоря, такой маленький, чумазенький, черненький мальчик такой, думаешь, ну что он сейчас, а он по-английски говорит. То есть это ориентир, понимаешь, на мировой язык, с тем учетом, что мы готовы вас принять. Вот в чем момент. Вот так и надо. Вот Да, такой подход должен быть. да. И есть чему учиться, в принципе, в плане туризма нам, ну, конечно, есть чему учиться. То есть в Крыму, в принципе, много чего еще не развито в плане туризма. То есть Мгм. нам еще надо, есть куда стремиться. Да. Вот. Поэтому, ну, эта тема такая, конечно, она интересная. Она реально интересна в плане этнодеревни. Но эм, мне кажется, вот ты правильно сказал. Инициатива в первую очередь должна идти от нас. Ну, ты знаешь, Потихонечку, ну вот э, чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, ты в знаешь, небольших масштабах. мы тоже там где-то очень, очень сильно с краешку тоже предприниматели, да, Мгм. и общаясь с нормальными предпринимателями, которые знают цену деньгам и Мгм. времени, а, и у них, в принципе, все завязано на том, чтобы получить прибыль, что, в принципе, является нормальной историей, Мгм. да. Я думаю, что вот таким людям им нужно просто показать, насколько это выгодно и прибыльно, и это моментально появится. Да. Даже если сравнивать там, условно говоря, 10 лет назад, там, не знаю, 5 лет назад, но все Мгм. равно развивается. Даже по сервису, даже по кафе, я вот просто вижу, насколько стараются, и те, кто стараются, они сразу же получают Есть такое. преимущество. Кто находится в таком, ну, знаешь, условно каменном веке, вот эти вот рвачи, которые там за 2 месяца должны Мгм. быстренько-быстренько, да, там, где столы не протираются. Ну, такое, Мгм. знаешь, то, что из 93-го года, с 95-го года, Алуш, там, что-нибудь такое. То есть они все уходят на второй план. А те, кто, вот заметь по Симферополю Но это даже, эволюция просто. То есть конечно, кто-то конечно, отсеивается. конечно, да. То Это есть, так но и есть, да. это же не всегда было понятно. Да, А сейчас прям понятно стало. да. И вот даже по Симферополю смотришь, да, Мгм. открываются новые заведения. Кстати, вот тоже наши друзья, архитекторы работают над этими заведениями. Ты знаешь, одно круче другого. Мгм. И в плане сервиса, и в плане наполнения, и Мгм. вот эта этника проникает глубоко. Уже ты уже смотришь вроде как хай-тек, а там смотришь детали этнические, и это Мгм. тоже радует очень. Как будто бы, да, это тоже развитие идет вот в этом плане. Да, да. Ну вот, да, конкуренция. Должны быть первые вот такие вот люди, которые начали это дело. Да, Вот я помню, как я радовался, вот как архитектор, прям дико мне это нравилось, то, что Рустем Ага Дервиш да, строит. Я да. прям на фотографиях засматривался. А ты Тем... прям был вот когда стройка шла? Я видел на фотографиях, к сожалению, то Мгм. есть и был в тот момент, когда оно уже было построено, но Мгм. еще не Не запустили, запущено, да. да. Я был, конечно, очень удивлен, что насколько вот с любовью человек подошел. Да. Не просто сделать визуально там, визуально похоже что-то на восточное, Как но на это не то. баннере распечатать, да? Да. Ну, слушай, вот ты хороший пример ты сказал. Ты знаешь, ну, мы как бы довольно-таки неплохо Мгм. знаю Рустемага, да, мы общаемся. И ты знаешь, вот в том, что он делает, есть глубина. То есть Конечно. это и знание, и понимание, и визуализация. То есть Мгм. человек, который понимает, что должно быть по итогу. Да. И теперь у меня вопрос, да, а что если бы в Бахчисарае было бы 100 таких мест? Вот ты можешь себе представить, как бы сильно преобразился бы Ох, ландшафт? конечно, То это... есть у нас получилась бы такая ситуация, что люди оставляли бы в машине прямо там в начале парка миниатюр, условно Да, говоря, въезд в старый город, да, да. где это была арка разрушенная. И это был бы абсолютно пеший маршрут, там с каким-то электротранспортом таким Да. зеленым. И можно было просто пешком вот эти вот километры, там 3-4 километра до Успенского монастыря. Это была бы такая пешая зона, скажем так. Он огромный молодец в том плане, то, что он показал, что, ребята, не бойтесь, это возможно. И, кстати, не так дорого. Да, то есть создать такое возможно. Это не надо городить там фарферковую систему прям аутентично, один в один, без гвоздей, там с этими чопиками. Это можно придать этому тот же самый облик, наполнение, конечно, немножко будет другое, но оно визуально
очень-очень-очень будет привлекательно. И э, дай бог, чтобы другие соседи, да, вот улочки и так далее, последовали этому примеру. Потому что изначально то, что вот в Евпатории происходило, да, вот с Да. этнокомплексом Джеваль, насколько вот этот вот пятачок преобразился со временем, прям разросся. И это тоже гигантский пример. Вот пример того, насколько архитектура и э, хороший, хороший подход к бизнесу может менять среду вокруг тебя. А архитектура — это и есть среда вокруг Ну, тебя, конечно. да, то есть которая, в принципе, отпечаток свой откладывает на тебе. Да. То, что ты видишь в окно, то, что ты видишь там, в окно автомобиля или там выйдя на улицу, вот это и делает тебя тем, кем ты есть. То есть если ты видишь серый шифер, там, панельки, Мгм. там, заводы дымные, понятное дело, какой будет менталитет, да, то есть Да. и здесь вот Ну, ты такое, знаешь, вот с Дживалем тоже ты хороший пример, как бы, да, сказала, хороший пример, потому что действительно, если рассматривать, в принципе, как вот, как думает человек, да, вот он едет, да, вот мы тоже же туристы, да, по сути, конечно, мы тоже вот конечно, открываем для себя да, что-то. И если ты попадаешь вот в Евпаторию, да, ты, Кизлев, а, ты, по сути, упираешься в эти Одон Базар Хапасо, ты действительно прям в них упираешься, да, и ты как бы мимо не можешь проехать. И тут же тебе вокруг такая, знаешь, такая культурная агломерация, да, да, где сначала это, потом это, потом это, потом это, потом это, и это все этническое, это мгм, все проработанное, это все мгм, глубокое и мгм, прибыльное. да. То есть, а у нас предприниматели чего боятся? Что они могут вложить деньги и не вытащить ничего. Меньше вложить, больше получить Да, обычно. да, чтобы какая-то тема, понимаешь, Да, чтобы да, тема, стрельнула. да, тема Да. стрельнула. А здесь, ну, действительно, это же тоже все прибыльно может быть. И этника, мне кажется, да, Мгм. она сейчас очень дорого продается. Настоящая этника. Хорошая этника, И да. мне кажется, турки давно это поняли, что они на государственном уровне всем этим занимаются, они Да. поддерживают мастеров, они все. Потому что на самом деле вот этот разворот европейский, да, вот Мгм. в сторону этники, у нас только сейчас начали пластиковые окна ставить, условно говоря, да, и Ну, это радуются. прискорбно, да, ну, А так, как в так и Европе есть. уже вернулись к деревянным этим Да, окнам, уже к этим соломенным крышам саманным они да. вернулись, эко. То есть они уже поняли, что это такое. А мы как бы еще не на том эволюционном периоде Я находимся. надеюсь, что вот сейчас должен быть вот такой вот рубильник, да, который, в принципе, развернет, потому что, э, вот пример приведу, город Гданьск Да. в Польше. После Второй мировой войны он был практически стерт, то есть Мгм. его практически не было. Хотя на самом-то деле этот город был такой вот исторической жемчужиной, да, то есть вот Мгм. прусской части Германии. Ам, с какой любовью и трепетом поляки взялись за реставрацию полностью всего города с нуля. То Мгм. же самое касательно Варшавы. Вся старая часть Варшавы была стерта Мгм. во время бомбежек, то есть ее практически не стало. Мгм. И это единственный пока пример в истории, когда полностью новодел, то есть вот вся часть старой Варшавы, она а, очень досконально по фотографиям, по чертежам восстановлена по старой системе. Прям по фотографиям Да, вообще. да. Мгм. И это единственный пример, когда город или строение, или там целая агломерация взята под культурное наследие ЮНЕСКо, которое является полностью новоделом. Это вообще уникальный случай, по Это сути. уникальный случай, Да. да, то есть, но такое и есть. И это Да. хороший пример Хороший пример. того, что если захотеть, это можно сделать. И Мгм. вот то новое стало культурным наследием ЮНЕСКо. Ну и традиционный вопрос у меня, уже Мгм. он стал традиционным. Вот у нас есть, условно говоря, чертежи нашего ханского дворца, вот этого комплекса дворцового. Так. И есть там какие-то утерянные здания, потерянные, там какая-то территория, да, ушедшая. А вот в ханском дворце, где Соколиная башня, там есть такой огромный, такой большой участок, он пустой. Мгм. Там что-то было, ну, видать, Персидский сад, по-моему, да. Персидский сад, по-моему, немножко Или сюда. чуть дальше был, Ну, да, я могу по-моему. путать, но это Мгм. такой угол, Да, я условный угол понял. с высоким забором, Мгм. вот этим вот каменным. Вот как ты думаешь, вообще возможно достроить то, что было разрушено, имея вот эти чертежи, а чертежи есть,
ну, вот эти здания, можно как-то их достроить, как архитектор, как ты считаешь? Реставраторы сейчас будут очень сильно ругаться, возможно, да, там, если Не, услышат. ну реставрация это одно. Так же, как моя преподавательница, она сказала: нет, Эмиль, ты не прав. Я считаю, что возможно. Но под тем соусом и под тем видом, что это новодел, это реплика того, что было, к примеру. Мгм. Но не оставлять просто голый Ну фундамент. да. Вот лежит голый фундамент. Хотя многие скажут: нет, в этом нет культурной ценности и так далее, и так далее, и так далее, да. Мгм. Ну, камон, как бы, извините, но вот Хан-Сарай очень много чего, ну, наводил. Ну, Ну, конечно. наводил, Он 2 раза сгорал чуть ли не полностью. Ну, да. то есть То о есть чем речь? вот то же самое. Это тоже новодел. Почему не восстановить? Если, опять-таки, хочу сказать, что к этому должны подходить коллегиально Ну, конечно, большое основательно. количество архитекторов, принимать какое-то единое мнение. Это, Мгм. конечно, дико тяжело будет, Да, да, но коллегиально подходить. А не да. так, что скрыто где-то кто-то, какая-то фирма, которая приехала где-то с Да, да, да. материка, что-то сделала и так далее. То есть такого не должно быть. То есть это культурное достояние потом будет народа. Это туристическая привлекательность. Да. То есть если на чашу весов прикинуть, плюсов, мне кажется, гораздо больше, чем минусов. Ты знаешь, вот меня поражает в этом плане японская культура, Мгм. которую я уверен, что часть японской культуры — это тюркская культура в том числе. Совершенно верно, я тоже так считаю. Ты знаешь, у них есть такое интересное отношение к зданиям. У них каждые 100 лет Мгм. сносится храм, причем не один. Я не слышал этого. Да, да, да. И строится новый храм, Мгм. который вот новодел, прям Мгм. новодел. И они говорят, им говорят: а подождите, так это же новодел. Вы же в прошлом году его построили. Они говорят: это место святое, где храм стоит. Какое хорошее представление про Понимаешь? это, да. То есть люди не привязываются к этим балкам. Ну Мгм. ладно, окей, там кому-то повезло, там 500-летние балки лежат, да, там Мгм. стоят, как-то они сохранились. Мгм. Но земля же имеет свою историю. Земля имеет ценность. Да, И вот я просто сам был удивлен, да. насколько это философски продуманный вариант. То есть такую культуру невозможно уничтожить, понимаешь? Мгм. То есть, ну, сожгли храм там, ну ладно, построили новый, фотографии есть там. И он причем точно восстанавливается, точно делается, как был. Он визуально такой же, ну, из новых материалов. Мгм. И вот, условно говоря, европейский, да, менталитет. Ну, типа, ну что вы, это же не замок там 13 века, Мгм. что вы на него... Нет, это земля святая. А то, что на ней стоит, как бы это... Вот, ну, хорошее представление о том, что должно быть. Мне когда ну, преподавательница сказала во время экскурсии, что Эмиль, все хорошо, но готовься к тому, что через там лет 30 начнется вот это надстраивание, достраивание к твоему, типа, тому, что ты сделал. Да. И будь к этому готов. Это эволюция всех соборов и Ну, это же всех нормально или храмов. нет? Это нормально. К этому надо привыкнуть, это нормально, потому что даже та же Айя София, изначально там была просто, как называли раньше молельные места у христиан? Базилика, базилика. Мгм. Обычная колоннада, Квадрат. да, квадратная базилика, то есть на том же месте. Да. И, в принципе, участь многих храмов такая, что достраивается, перестраивается, надстраивается, полностью заново делается. То есть оно такой живой процесс. И поэтому м, вместо фундамента, ну пусть там будет интересный объект. Имеется в виду, что Да, да, по тем чертежам, по тем да. фотографиям, по тем копиям и так далее. Поэтому Да, почему я бы тоже нет? про это. То есть, ну, я, возможно, говорю максимально таким, знаешь, дилетантским языком, Мгм, не зная, что, какие слои есть, там, какие сложности, что как. мгм, Просто смотря на это пустое пространство с мгм, какими-то торчащими фундаментами, мне кажется, что было бы круто, если бы было бы максимально приближено стилизованное здание, потому что ну, чертежи есть, архитектура понятна, мгм, никаких секретов нету. мгм. Это не, условно говоря, не во Флориде, да, там центр Да, запусков. То есть это да, понятная вещь. да, И если бы, допустим, ее можно было реализовать, построить, то люди, которые бы приезжали, они видели бы не пустырь полуразрушенный, а какие-то дополнительные здания. да. Я за. Ну, то есть я за то, что вот оно должно быть, наверное, больше таким. Да. Потому что, ну, перестраивалось много чего там. Действительно перестраивалось. То же самое касательно Топкапы Сарай.
Мгм. Ну, там тоже перестраивалось, надстраивалось, доделывалось, переделывалось. Появлялись наслоения. Вот сейчас, допустим, открыли Топкапы сарай, полностью реставрированный. А И, когда была реставрация? Недавно? ой, эта реставрация там столько длилась, там, по-моему, если Но не мы в ошибаюсь, там 22-м были. 7-8 лет длилась, А, наверное. значит, мы в новом попали. Наверное, да, Ну, мы в наверное, да. 22-м были. Ну, я слышал, что она открылась, но не знаю, когда Все это открыто произошло. было там. Да, значит, все. Вот там нашли старые хамамы, старые бани. И это настолько вот наслоение целое. Да, то есть нашли все-таки тот старый хамам, который использовался при султане Сулеймане. Да, И над ним уже что-то. да, И над ним еще что-то. Ну, то да. есть это живой процесс. То же самое касательно, наверное, мечетей, да, то есть, вот, к примеру, за Симферополем, как эта мечеть, напомни мне? Где именно? А, Вот ст- здесь вот? Кадр Джами? Нет, Или Ватки? В не-не-не, какую сторону? старая мечеть, этот еще Золотодынского периода. А, Эскисарай, по-моему, или как он там назывался. ну, может быть, я... Купольная была, то Мгм. есть там Она разрушена да, сейчас. купола Крыши нет, нету. да, да, да. Да. И вот оно в таком положении, не знаю, никто не законсервировал. Оно вот как стояло, так и стоит в таком вот плачевном состоянии. А другой пример, вот Кокташи, ты знаешь, Синекаменка. Когда едешь в сторону Мгм. Саухата, Мгм. есть там такое маленькое село, и на самом деле это вообще уникальная какая-то мечеть, потому что я на нее смотрю, Мгм. она напоминает какой-то маяк, знаешь, там на каком-то мысе, Мгм. такой мощный такой минарет, и там буквально из мечети был просто угол уцелевший. Так. По-моему, даже михраба не было, а возможно михраб был. И А, вот они оставили этот так. угол, как бы не заштукатурили, показывая, что вот эти камни изначально здесь стояли, Мгм. и полностью восстановили мечеть. Вот примеры. Причем инициатива была частная. Вот примеры. Сбросились и сделали. То есть не Вот. ждали какого-то там, ну, Да. сверху решения. И абсолютно суперское место. То есть ты понимаешь, что это очень-очень старое место. Место важнее, чем, возможно, камни и крыши, которые на нем есть. Намоленное место, да, вот Намоленное место. опять-таки намоленное место. Да. Это очень важно. Поэтому я за то, чтобы это все восстанавливалось. Но грамотно, с Ну, умом. естественно. Грамотно, с умом. Да. То есть, чтобы не делалось там каких-то наших там металлочерепичных там и так далее, там Э, нюансов таких вот, да. Нюансы есть. Нюансы есть. Но все равно процесс же есть. Все равно джами строится, да. Джамат как-то... Алашкар вот Есть, да, это был понимание? удивлен на ифтар, когда поехал в Акмечети, Да. увидел мечеть. Я даже, честно признаюсь, я не знал, что там делается большая мечеть. Мгм. Прям возле Ешеляда. Там прям стройка такая вот массовая там Подожди, идет. я не знаю. Прям напротив Ешеляда Да. мечеть. Она уже первый или второй этаж уже выгнали. Я не Это знаю. мечеть. Я просто сейчас свадьбы не снимаю и следа не ездил, поэтому не знаю. Ну вот там, в общем, такая прям прилично Что, большая большая мечеть. мечеть, да? Да, да. Она не Круто. купольная, она будет таким прямоугольником, Ну, вместительная. но вместительная. И машалла джаматат, как бы они вот сами полностью ведут строительство, сделали проект и как бы строят. Ну, как большой частный дом, да, все-таки? Не как вот Он, архитектурное такое. нет, он интересный. Ну, там османского нет, это больше такое, знаешь, больше такого арабского стиля. Вот, то есть у арабов принято такие длинные, большие эти строить. Как спереди и сзади, да, вот как вот флажки такие. Да, Мгм. да, да, вот такого плана. Я, конечно, за то, чтобы если строить, то строить, то есть если вы не можете там сделать купол, потому что купол бетонный, ну это очень сложная Дорого. штука, да, и дорого, и сложная Да. штука. Делайте черепичную кровлю интересную, нашу традиционную крымско-татарскую. Четырехскатную ты Да, имеешь в виду? да. Мгм. И даже эта черепичная кровля будет придавать такой вот очень колоритный вид. Да, но район же большой, поэтому большая мечеть нужна там. Да. Ну, я имею в виду, там и фонтаны же Но у них стоят. есть же мечеть. Есть, ну, хорошо, Ну, когда я есть к еще. тому, что она не османская, да, то есть не традиционная, то Да. есть в Ну 90-е вот, годы. османская есть, теперь уже можно и разные варианты. Я очень надеюсь, что вот та мечеть, которая сейчас будет открываться, она послужит примером для мастеров, которые, допустим, занимаются дверьми, которые занимаются Да, витражами. да. Потому что у меня посыл был такой, чтобы максимально то, что, к сожалению, у нас утеряно в Мгм. народе, да,
ну, много что утеряно. Да. Система Кюндикари — это система дверей, которые собираются как пазл, Мгм. без единого гвоздя. То есть вот эта система Кюндикари дверная, такие двери сохранились где-то в Бахчисарайском дворце, их можно видеть, но там за слоем краски тяжело разглядеть то, Мгм. что там происходит. Такие есть двери и ставни в Евпаторийской мечети. И вот сейчас мы поставили туда, в новую мечеть, двери Кюндикари, которые стоят и прилично, и работа сложная. Это ювелирная работа ручная. Турецкие мастера? Да, да. Мгм. Ну, потому что у них преемственность. Они Не, вопросов нет, я просто веками, уточняю, да, они да. веками работают. То же самое по витражам. Мгм. Витражи, которые у нас по Хан-Сараю есть, Да, сумасшедшие красивые витражи, да, гипсовые, с согласен. стеклышками и так далее. Вот мы такие же витражи применили и в нашей мечети, да. Ам, Система потолочная Эдирнекяри. Вот эти вот читакяри называются, и Эдирнекяри, да, то есть это розетки потолочные и реечки, Мгм. реечки. То же самое сделали мы в мечети, чтобы можно было позаимствовать, то есть смотреть, как это изначально делали, что это такое. Мгм. То есть очень надеюсь, что следующие там или студенты, архитекторы, или те, кто будет там выпускаться. Я помню, мы часто ездили, когда были в университете, рисовать, делать зарисовки каких-то памятников архитектуры, да. То есть ты, Мгм. зарисовывая что-то, как Да. бы записываешь себе на подкорку, и это запоминается. Мгм. У нас из-за того, что такого, то есть монументально большого не было, то есть Мгм. гигантского такого большого, да, не было откуда черпать, только вот Евпатории самое такое. И то, поехав там в Евпаторию, я очень-очень много для себя понял, как архитектор. Ага, как вот купол работает. Да, Ага, да. вот колонны, смотри, какие интересные. Смотри, какой минарет интересный. То есть это все запоминается. Поэтому очень надеюсь, что вот примеры вот такие, примеры Рустема Гадельевича, примеры в Евпатории, да, Джеваль, вот да. Джеваля там, они будут таким, что следующее поколение там и, в принципе, люди будут уже кому чему-то следовать или там Ну, откуда-то брать конечно, пример. ну, Да, да, менторы да, появляются. да. Ну, конечно же, получается, что даже ты, срисовывая, условно говоря, Джами в Евпатории, да, в Мгм. Кизлеве, ты же тоже как бы восстанавливаешь преемственность, потому что ты же Да, срисовываешь с того, что здесь да, аутентичное, то есть, да, 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 самобытное, и поэтому, если ты эти элементы перевозносишь уже в другое, в новое строение, получается, ты восстанавливаешь этот пробел, который был да, 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 утерян. да. Поэтому все посмотрим. Очень надеюсь, что Крым будет развиваться в плане нашей архитектуры. По крайней мере, потенциал есть, я уже Да, вижу. да, Он виден, он действительно виден. да. Вот. Саул, что пришел? Сізде сало нас, что Мне было пригласили. действительно интересно с тобой говорить. Взаимно. Вообще, в принципе, архитектура определяет и облик, Мгм. да, облик места, Мгм. даже народа. Да. Поэтому от архитекторов очень много зависит. И если сегодня кто-то берется за проектирование, вот мы с тобой про частные дома еще не поговорили, знаешь, но Это отдельная отдельная история, большая конечно, тема. Ну, да. я Вот. надеюсь, ты найдешь время, придешь еще, и мы с Мгм. тобой. Потому что это действительно отдельная тема, и это, знаешь, такая отдельная боль, когда люди, которые строят дома, Мгм. э, чтобы у них был доступ к примерно 100 типовым домам, Мгм. проектам, Мгм. которые они могли бы взять. Вот нет денег там на архитекторов, на то, все там. Ты сам что-то там ковыряешься, да, Мгм. чтобы ты мог зайти на какой-то сайт, скачать там какой-то типовой дом, который полностью бы соответствовал архитектурным решениям и мог бы Да. для тебя стало бы это ориентиром. Потому что даже просто сделав крышу в крымско-татарском стиле, ты уже становишься, ну, как бы возвращаешься на этот путь, который был когда-то, с которого мы когда-то, ну, нас скинули с этого пути, Мгм. да. Вот поэтому это очень важный момент. Эта работа уже начата была в дипломной работе М. по типологиям домов, и Да, мы да, проектировали эти да, дома. да. Поэтому это можно развить, это То можно есть, довести до идеала, да, да. я говорю не о том, что оставить архитекторов без хлеба, да. Мгм. Я говорю о том, что люди, которые изначально никогда не строили, Да, я понял не о чем. будут строить Я с понял о чем, архитекторами, да, чтобы у них был хотя бы ориентир. да, Как устроен дом, как... это же логика, она же была многовековая. То есть да. все как расположено. И наше возвращение вот в это Мгм. строительство, да, оно тоже будет менять и облик, и людей тоже. Потому Да. что человек меняется от того пространства, в котором он находится.
Согласен, согласен. Сау, Sağ olun siz de. есть что выключать?